Здравствуйте, это Олег Жилнин, журналист. Я сейчас нахожусь около своего дома. У нас стихийное собрание жильцов в связи с выставлением счетов Якутскэнерго. Перерасчет за какой-то перетоп. И сейчас мы поговорим с нашими соседями и узнаем об этой ситуации более глубже. Нам счет пришел по отоплению 27 тысяч, по счетчику отопления 9 тысяч с копейками. То есть общий счет со всем, с в энергосбыте за свет и так далее, 38 тысяч. То есть мы должны из кармана выложить сразу 38 тысяч. Но я считаю, что так вообще не должно быть, это беспредел, я считаю. У нас нет таких денег заплатить за раз. 38 тысяч, вы представляете? Это, грубо говоря, там почти зарплата, да, месячная наша. Я вообще не представляю себе. А вы туда обращались, вам что ответили? Да, я позвонила оператору энергосбыта. Ответ прозвучал такой: на основании жилищного коммунального закона делается перерасчет один раз в год, в первом квартале за прошлый год, получается. Больше ничего не ответили, сказали, что это был перетоп, и мы должны заплатить эту сумму. У вас такая же ситуация, да? Да я посмотрел, решил, что сперва это первоапрельский розыгрыш. Но потом, когда стал выяснять ситуацию, да, у меня всегда было 1003 примерно, а сейчас мне стало 25 с чем-то. Вот. Было изумительно. Ладно мне, пожалуйста, у соседки там еще тяжелее ситуация. Да, у меня вообще 41 тысяча, сейчас я вам покажу. Это при условии, что мы оплачивали все счета. Да, регулярно. Мы тоже ежемесячно платим. Без пропуска, у нас да, четырехкомнатная квартира тоже. И вы обращались, да, к ним? Да, я обращалась, сказали, как женщине ответили, точно так же сказали, что это все законно. Значит, сделали в первом квартале, не проверяли что-то тут, и у нас получился такой Меня лично, скажем, не очень удивляет, что так произошло, но хотя бы можно было предупредить заранее. Вообще начисление производится в соответствии с 354 постановлением. Это правила предоставления коммунальных услуг, да, собственникам многоквартирных домов и частных жилых домов. Изменения вообще произошли с 1 января 2019 года. Ранее, до этого момента, начисления производились по нормативу. Норматив утверждается постановлением Республики Саха-Якутия и кроме поселка Жатай. Начисления у нас по республике производятся равными долями ежемесячно, 1/12, да. По домам, где установлены общедомовые приборы учета, начисление производится по среднемесячному потреблению за предыдущий год. Перерасчет, который сейчас получили население, да, города Якутска, это перерасчет за 2021 год в первом квартале, который мы сделали текущего года. Должна быть точка, просто точка. Человек или там квадратура, что столько-то там добавляется тепла, столько-то добавляется денег по такому-то тарифу, там 1 рубль, 1 квадратный метр. Если перетоп там насчитывается. А так никакой информации нет. Вообще нету ни тарифов, ни что, как это насчитывать. Или просто они из головы взяли, давай этому столько напишем, а этому столько. Так получается. Потому что нигде нету этой информации, ни на каких сайтах. И девушка-оператор есть просто. У нас все по закону. Все. Способы управления, да, на этом остановлюсь. Есть непосредственный способ управления и способ управления как управляющая компания. Непосредственный способ управления, показания нам предоставляет ЕТЭЦ, а дома, где есть управляющие компании, они у нас на прямых договорах, на лицевых счетах расчет производится, так же, как у ваших соседей, да, показания предоставляют управляющие компании. Тариф начисления устанавливается по этажности, то есть в зависимости от этажности он разный. Скорее всего, экономия выходит в новых домах, да, которые сейчас строятся. Они экономичные, они по новым требованиям строятся. В основном старый жилой фонд, да, энергопотребление все-таки больше. Если по-простому сказать, да, если совсем просто попытаться объяснить, это общие показания по прибору учета
пропорционально вашей площади распределяется. Ну, у кого больше площадь, у того больше начисления, у кого меньше, у того меньше, да, получается начисление. Вот в 2021 году у вас начисление по вашему дому, если у вас установлен прибор учета, среднемесячное потребление за 2020 год пропорционально распределялось по всему дому. И если вы все заметили, в 2021 году у вас начисление значительно уменьшилось, чем в 2020 году. Ну, если вы в квитанциях свои поднимете, то вот эту разницу заметите. А если было в феврале начисление 4800, то в марте 27 тысяч. И это только по отоплению. Никаких разъяснений, никаких объявлений энергосбыт не давал. Запрос сделала через личный кабинет, но ответ будет только через 15 дней. Ну, по сути, мы никакого перетопа не просили делать. Ну, я не знаю, как вот так делается в такое время. По строке отопления вы увидели как раз сумму перерасчета, а отопление по ОДПУ у вас это вот ежемесячное начисление. При этом вот в марте, если перерасчет вам произведен в марте, то есть в течение первого квартала делаем, да, если по вашему дому перерасчет произведен в марте, вы в марте также увидели еще перерасчет за январь, февраль. Это вот перерасчет как раз таки приведение к среднему за 21. И по поводу того, что если разово человек не может оплатить, да, если сумма перерасчета очень большая, всегда идем навстречу, заявление принимаем на рассрочку платежа, можем предоставить рассрочку. То есть человек обращается с заявлением, что в течение 3-5 месяцев сможет выплатить вот этот перерасчет, мы идем всегда навстречу. Заявление надо написать, а если свежей справки о составе семьи нету, обновить ее надо. Документы на квартиру, на собственность, ну это выписки, да, или старые свидетельства, копию паспорта и копию ИНН, СНИЛС, ну, любого второго документа. Так остро почувствовало население, наверное, перерасчет, это первый год наш такой, да, но все-таки, если возникают вопросы, население к нам обращается, всем консультации даем как по телефону, так через контакт-центр. А вот сейчас вам выставили за эту квартиру здесь на Дзержинского 82, да. Что будете делать? Будете... Я платить ее не буду. Потому что с какой стати-то? В феврале месяце не было, значит, да, никакого долга. Я все оплатила по счету, который они мне выставили. А из какой радости я должна платить им 18 тысяч и плюс еще 4 тысячи за горячую воду? С какого перепугу? Нам тоже это самое, когда вот в марте месяце, да, водоканал, значит, портянку такую, там вот вы должны, значит, иначе у вас задолженность больше 2 месяцев. Ну, пришлось идти сюда, вот благо они тут хорошо рядом, да. С ними как-то вот все-таки попроще. Там разобралась. Пользуясь случаем, хочу довести некоторую информацию, да, по начислению пени. Для жителей города Якутска отменяется пени до конца года, начиная с начала апреля. Оказывается, ситуация с перерасчетом – это не первая история в России, как у нас. Оказывается, еще в 2019 году, в январе, в городе Кумертау произошла именно такая же ситуация. С утра в администрации города и жилкомсервисе многолюдно. Причина в том, что жители Кумертау начали получать квитанции и были шокированы. Новые сюрпризы, не очень приятные, с началом Нового года преподнесли ресурсоснабжающие предприятия. Речь идет о начислениях за тепло. Люди в недоумении. Откуда взялись дополнительные начисления? Почему никто не предупредил их о грядущем повышении платы за тепло? По данному вопросу глава администрации Борис Беляев провел оперативное совещание с руководителями кумертауских тепловых сетей, управляющих компаний и предприятий «Жилкомсервис», которые, в свою очередь, утверждают о законности своих действий. Борис Беляев раскритиковал работу данных организаций за недостаточную информационную работу с населением.
Тепловые сети объясняют сложившуюся ситуацию проведенным перерасчетом за тепло прошлого года. Зима была холоднее, а значит, ресурсоснабжающая организация подавала больше тепла. Начисления произведены по приборам учета. Причем, по словам директора КТС Александра Цветкова, нормативы в городе невысокие. У нас фактически норматив средний по дому управления 0,016. Сейчас он увеличился на 10%, стал 0,017. По городу норматив увеличивается на 10%, увеличился на 10%. Так, отопление 1800, переплата, перерасчет 3500. Ну где 10%? Устные доводы и объяснения главу города не устроили. Он поручил специальной комиссии выяснить все случаи с большими начислениями по каждой квартире, в то время как необходимо было заранее провести собрание в каждом доме. Более детально с каждым домкомом мы взяли бы у них какие-то там показания приборов учета, согласовали бы, ребята, у вас вот тут вот такая ситуация, будет перерасчет, вы холоднее было, сейчас вот имейте в виду, ознакомьте, пожалуйста, с этим перерасчетом всех своих там. В декабре месяце это надо было делать, до того, как мы раздадим квитанции. Они были бы готовы уже. Но эта работа должна была вестись, ребята. После обсуждения вопроса встречи с населением глава администрации еще раз объяснил собравшимся о том, что произошел перерасчет за тепло, потребленное в прошлом сезоне. Но, тем не менее, по каждой квитанции будет проверка. Значит, я сам удивлен, если честно сказать, такими большими цифрами. И хотелось бы мне, чтобы мы могли перепроверить каждый дом, каждую квартиру с учетом собственника жилья, с учетом домкома, но взять на эту неделю. До выяснения всех обстоятельств жители города с космическими цифрами в квитанциях могут не платить за тепло. Глава администрации дал поручение директору Жилкомсервис на это время не начислять пени за просрочку. В городе Кемертау была проверка по тепловой энергии, по тарифам. Также были определены нарушители и сделан перерасчет населению. А также все нормативы, тарифы были опубликованы на соответствующих сайтах, которые сейчас существуют. Почему этого не сделано до сих пор в нашей республике и в городе Якутске, остается загадкой. Жильцы дома по улице Дзержинского, 8/2 города Якутска решили отстаивать свои права. Они подали в прокуратуру города Якутска свое заявление. Управление Госдомцен и управление Горжилнадзора, чтобы понять, какие у нас все-таки тарифы и на каком основании ПАО ДЭК Якутскэнергосбыт выставил такие счета.